Доброе утро. Ночевал вот здесь. 1 до 2 тысячи рублей. У дороги, короче, стою. Стоит гостиница, поэтому шумно. Вот стоит машина. 7 утра. Вчера допоздна лежал. YouTube еле-еле загрузил. До часу где-то лежал. Здесь у нас YouTube плохо работает. Со вчерашнего дня еще и WhatsApp, Telegram тоже, говорят, сбои пошли. Так что все сложно. И в 5 утра проснулся из-за шума машин. Поэтому толком не поспал. Но выезжаю. Выезжаю из города. Вот такой вот то ли туман, то ли смог. Мутно. Вот. Сегодня хочу доехать до города Тулун. 800 с чем-то километров. Сейчас буду проезжать Байкал. Очень много автовозов, Из Японии везут, из Китая, из Кореи, видать. Прям вся трасса автовозов. И фур больше, чем легковых автомобилей на трассе, кстати. Я понял, почему у меня лодка так быстро подразбилась, потому что очень загруженная у меня машина, тяжесть большая. Поэтому вот удары есть. На Забайкальском крае очень много ям. Несколько раз хорошенько заехал. Потому что перед выездом все сделал, ходовку. Диагностику сделал, там что надо поменяли. И что-то быстро у меня растрескалось, короче. Ну потому что, да, тяжелая, наверное. Потому что с Владивостока, когда летом ехал на этой машине, там тоже ям очень много было, но я ехал, поэтому особо сильно там ничего не разбилось. Вот такие вот нюансы. И серпантин такой вот. Что мне нравится в бурятском народе, что у них бурятская кухня очень развитая, по всем городам России они представлены. И, кстати, очень вкусно готовят, на самом деле. Сейчас вот дам еще второй шанс бурятской кухне и баншта еще попробую на завтрак. В Москве их вообще тьма тьмущая. У нас в Якутске их тоже есть. Молодцы в этом плане. Вот такой вот телефон купил, Android, чтобы карту посмотреть. В городе Магача, это 11 километров от трассы. В Байкальском крае. Живет где-то 10 тысяч человек. Очень такой маленький городок. И там на рынке встретил кыргызов. То есть не все россияне знают, наверное, о существовании такого города, как Магача, да? Магача или Магоча. Но кыргызы уже там вовсю работают. 5 кыргызов там прям стояли на рынке, короче. Я их снимал на эту камеру, но не мог вытащить оттуда. Молодцы, да, ребята. Ну, из узбеки, конечно же, там чайхана тоже была. В общем, во все города, короче, маленькие, не маленькие, большие, небольшие, везде доходят ребята. Вот так вот. Ладно, я дальше поехал. Километров где-то 50 проехал в село Нде. Заехал в село Бабушкин на берегу Байкала. Хочу сейчас посмотреть Байкал. Тут, здесь какая-то обзорная площадка. Дорога очень страшная, вот вроде центральная улица. В основном живут русские. Вот трасса прям стоит вот здесь. Вези материал сыпать, да, на дорогу, но не делают. У нас в Якутии, где живут русские, в селах, например, там считается, наоборот, благоустроены хорошие дороги, тротуары и так далее. А здесь что-то эта система не работает, походу. Вот центр села, хотя тротуар есть. Байкал. Самое большое озеро в мире. Самый большой запас пресной воды в мире. Волнуется. Вот такие снежные горы виднеются. Вот так вот вдоль озера едем до Иркутской области, потом на запад. Заехал в Иркутскую область. Есть версия, что наши предки вот отсюда уехали в Якутию. Поэтому вот здесь есть название местности на якутском языке. Вот озеро Байкал тоже, да, вот Байкал. И наша река Лена, самая длинная река в России, Лена, начинает истоки с Иркутской области и идет до Северного Ледовитого океана через всю Якутию. Интересно посмотреть, да, как она, где начинается, как начинается такая большая река. По-любому там маленький ручеек где здесь лежит, наверное. Да, вот
так вот природа делает. Все, Байкал остается позади. Красота. А здесь вот такие вот повороты на трассе. Опасные. Крутые. Поднимаемся на гору. Так, Иркутск проехал, остановился на трассе на обед. Сибирские. Елочки сибирские называются. Вот трасса. Вот такая вот столовая прям у трассы. Молодцы, да? Вот. Выпечка, все есть, короче. Как в мегаполисе. На выезде из Иркутска вот такая вот дорога с разделительной полосой. Очень удобно. Все очень быстро едут. Я 120 еду. Дальше не гоняю. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Где-то 100 километров вот с такой полосой было. Потом уже все. Обычная дорога. На самом деле вот на таких автобанах это же очень опасно. Должно быть, наверное, разделительная полоса. Вот между Улан-Удэ и Иркутском вообще там по горам, по лесам вот такие серпантины. После этого вот на степь выехали, вообще шикарно. Прямая дорога. Темнота, последние 58 километров осталось до сегодняшнего плана. Приехал в город Тулун, это Иркутская область, по-моему, еще. У нас в Якутии есть село Тулуна. Доброе утро, переночевал вот в таком номере, один. Город Тулун. Маленький городок на трассе. Машинка вот здесь стоит, дождик идет. Радиатор греет, постирался, просушился. Все, выезжаю в 7 утра. Чуть рано выехал, снег дождем идет, темнота тоже не видно. Надо было немножко полежать. Но автоматом просыпаюсь в 6 утра. Без будильника, без ничего. Уже какой день так просыпаюсь. Так что, раз уж проснулся, надо ехать, времени терять. Так, хотел позавтракать здесь, но что-то ни одной машины нету. Поэтому решил дальше поехать. Раз машин нету, наверное, не очень хорошее место. Где-то очень много машин стоит, где-то никого нету. По-любому знают эти фуры, водители, где что хорошо. Проехал больше 100 километров с утра. Ну вот так, с утра просыпаюсь и до завтрака 100 километров проезжаю. Потом после завтрака до обеда 300 километров. А потом 200 километров я отдыхаю и 200 километров и уже все, спать. То есть день по 800 километров прям проезжаю. И вот так делю их, короче, на эти отрезки. С утра 100, до обеда 300 потом. И после обеда по 200 километров. И цель смотрю не на завтрашний день, там, не на послезавтра, а сегодняшний день. Сегодня, например, у меня Ачинск, да, город Ачинск, 800 километров надо проехать сегодня. И вот разделяю их на километры. И вот маленькими шагами, маленькими целями достигаем большой цели, да. Погода, конечно, не очень хорошая сегодня. Заехал в город Красноярск искать запчасти. Переезжаю через мост реки Енисей. Коркинский мост. Стоит на левом и правом берегу города, оказывается. В телефоне не берут магазин. Порекомендовали один богатый магазин Forward. Трубку не берут, поэтому приходится самому ехать туда. Так, купил запчасти, 2 тяги и чашки стоек с подшипниками. Автосервисов нету свободных, поэтому придется так ехать. Руль вот так гуляет, короче, тяги немножко подбитые. Я перед отъездом только их менял, оригинальные снял, китайские, наверное, поставил. И что-то быстро они, короче, заболтались. Не надо было снимать оригинал, по идее. Просто решил заехать в сервис, проверить, сказали, вот тягу менять надо.
Ну давайте поменяйте, говорю, поменяли, что-то она быстро у меня разбилась. Ладно, выезжаю в город Ачинск, 178 километров. Очень много машин, большой мегаполис. Красноярск сравнивают с Алматой, кстати. Я видел где-то, кто-то сравнивал. Типа очень похожие города друг к другу. В общем, наверное, сервис не буду искать. В Семее, наверное, попробую отремонтироваться. По идее, там быстро 9 тяги поменял. Ну, работа на час. Не меньше, наверное, еще меньше, наверное. Так что, главное доехать, сейчас нормально. Солнце, солнце. Ночевал вот такой вот в гостинице, в кафе. Выезжаю, 9 утра, не выезжаю, в сервис сейчас хочу заехать, поэтому ждал время. Открытие сервиса, может поменяют. Так, маршрут немножко изменился, поеду через Новосибирск, Павлодар и в Астану. То есть я раньше хотел через Барнаул в Семей заехать и сразу с Семей на Алматы поехать. Решил все-таки заглянуть, заехать в Астану, столицу посмотреть. Поэтому поеду через Новосибирск, Павлодар и Астану. Получается, сегодня до Новосибирска 600 с чем-то километров, и завтра до Павлодара. И там заночую, и послезавтра буду в Астане. В понедельник должен быть там. Ну, сейчас тут еще в сервис заеду, но все равно должен доехать сегодня до Новосибирска. Выезжаю из города Ачинск, специально ждал 9 утра, чтобы сервисы открылись, обзвонил, ни у кого нет времени, многие не берут телефон, поэтому ладно, поехал дальше. Наверное, в Семее или в Астане буду делать, потому что вот так проездом кому-то попасть, походу, нереально. Рулевая немножко так болтает, ну ничего, в светлое время можно ехать. В Красноярском крае, где-то на севере, живут исейские якуты. Джаей Сахалара, на озере Исей. И они говорят на якутском языке, и у них фамилии все по родам, по якутским родам. Патулу, Эспех, типа такого. И вот такие вот названия сел имеются у нас в Якутии. У нас в Якутии только остались названия местностей, а здесь их как фамилия идет по родам. Несколько людей из разных родов собрались каким-то образом и сюда приехали. Я видел у них праздник, там проводится СССР тоже, и у них парад вот этих родовых общин. Все разные рода, все ну, по-разному на парад выходят. У них еще вот этот тотем животный, да, родовой. Интересно, вот тоже хочу съездить туда, посмотреть. Вчера вот в Красноярске проезжал реку Енисей, по-кыргызски Енисай. И говорят, что кыргызы именно отсюда уехали в Кыргызстан. Енисейские кыргызы. И тут рядом соседняя есть республика Хакасия, город Абакан. Там живут хакасы. Вот эти хакасы как раз и остатки кыргызов. Часть кыргызов уехала в Кыргызстан, часть здесь осталась. И они стали хакасами. Языки, наверное, у них одинаковые. Но хакасов очень мало. 30% всего от населения своей республики говорят. Ну, тоже русскоязычные, очень много язык теряется и так далее. Ну, как обычно бывает у маленьких народов. Заехал в Кемеровскую область, и дорога сразу такая ровная, новая, свежая стала. Так вот, между областями разные дорожные компании строят. В Кемеровской области много лет жил и работал губернатором казах Аман Тулеев. Прям, по-моему, долго работал. И был политиком таким, которого знали в России. Я вот буквально с детства знал о нем почему-то. Например, о губернаторах других областей не знаю, а его почему-то знал. Так, заехал на завтрак, взял кашу вот такую, рисовую. Кассир очень интересно рассказывает все. И хотел ее снять, убежала. Говорит, вот саха, когда заезжают, я сразу узнаю, потому что они чай с молоком берут без сахара, говорит, черный чай. Остальные так не делают, говорит. Все, подходите, все нормально? Стесняется. Прям туда вот, в комнатку бежала. Вот такая вот, все по-домашнему кафе. Кемеровская область. Такая интересная женщина попалась, присела, спрашивает, откуда, куда. А вы, оказывается, перегонщик, да, типа, нет, я говорю, на своей машине еду.
А на обратном пути тогда заедьте тоже к нам, типа такая. Я говорю, машину в Новосибирске продам, на самолете полечу, говорит. А, вы машину продаете? А сейчас не можете продать? Я ищу машину, говорит. Не, сейчас не могу продать, потому что у меня еще года нету, а после одного года только можно продать, говорю. Почему вы с Японии не заказываете машину? Зачем здесь ищете, говорю. А она такая, а как заказать? Ну вот, люди есть, говорю, которые... Я в том числе тоже могу, говорю. А она такая, ну это же надо довериться людям туда-сюда. Ну да, говорю, надо довериться. Потом, мне кажется, вам можно довериться, говорит. Можно ваш номер? Записала номер, я говорю, Эркин меня зовут. Такая, как? Записала, я говорю, ну-ка покажите, как написали. Написала, Эркин. Я говорю, не Эркин, а Эркин, говорю. Ой, а мне слышалось как Эркин, типа такая. Вот. Потом на YouTube подписалась, короче, ой, буду смотреть сейчас, типа такая осталась довольная. Не знаю, напишите, напишет. Ну, если напишет, да, я действительно могу делать это, машину завести из Японии. Это все удаленно, через WhatsApp можно делать. Кто из России, да, может тоже обратиться, кстати. Вот, если дорога такая, вот даже нету машин. Ни встречных, ни попутных. А вот на двухполосной дороге там прям как будто это нескончаемый поток. А здесь где машины нету. Кто отстал, тот отстал, кто уехал, тот уехал, да. У всех своя скорость, никто никому не мешает. Павлодар, Астана, такая дорога, говорят. Город Новосибирск. Подъехал. Город Новосибирск. Заезжаю. Тоже весь в смоге, прямо аж в салон попадает запах смога. Походу в больших городах везде он. У нас в Якутске такого нет, ну у нас маленький город, поэтому, наверное. Улан-Удэ, Чита. Красноярск, Новосибирск, везде смог. Прелести большого города, пробки. Переправляюсь через мост, через реку Обь в Новосибирске. Ближе к Павлодару, на том берегу переночую, чтобы с утра пораньше сразу стартануть. Но в час пик приехал. Доброе утро, выезжаю из Новосибирска, ночевал в этом хостеле. Вот на выезде остановился как раз у дороги. Нормально. Просто у дороги стоит, поэтому шум от машин есть. Так, 6 утра. Не знаю сейчас дорога какая будет, но здесь, говорят, получше будет, чем Барнаул, Павлодар, а Новосибирск, Павлодар лучше. Вчера в интернете прочитал, изучал. И еще вчера в интернет хотел YouTube выложить видео, вторую часть, не получилось, без Wi-Fi, короче, мобильным интернетом не получилось, поэтому уже, наверное, в Павлодаре выложу. Все, Аджо. Как хорошо ехать по свободной трассе после большой дороги, очень мало машин. Надеюсь, на границе тоже будет мало машин тогда. Уже такая вот равнина начинается, мне кажется. Дорога хорошая, асфальтированная. Эта дорога лучше, чем через Барнаул, говорят. С Новосибирска до Павлодара. Поселок Кочки. До Карасука осталось почти 200 километров. Тут Казахский Прада. На завтрак остановился. Все, подъехал к границе. Ну, почти 4 километра осталось. Вчера был День Республики Казахстан, и вчера вечером в Новосибирск приехал, снял видео с поздравлением, хотел выложить YouTube, да, и в хостеле не было Wi-Fi, поэтому не загрузилось, в общем. Поэтому сейчас буду перередактировать видео и вот переснимаю, да. Казах Элем, Казахстан Күнімен құттықтаймыз, құтты болсын. Вам очень повезло, то, что у вас есть свое независимое государство и такое большое, прекрасное государство, как Казахстан. Берегите его в таком же виде, в таких же объемах, таких же красотах. Будьте сами такими же гордыми, достойными, спортивными, музыкальными, актерскими, юморными. То есть все качества у вас все есть, креативными, да. Весь СНГ смотрит казахские фильмы, слушает казахские песни. У нас в Якутск каждый месяц приезжают разные
молодые певцы, я их даже не знаю, ни песни, ни имен у них не знаю, но все равно они переходят и переезжают и заполняют стадион у нас. Так что тоже везде вас слушают, везде смотрят, казахские сериалы тоже у нас все, почти все смотрят. Ну, в общем, в этом плане у вас талантливых ребят очень много, и страна сама тоже такая молодая, современная. Поэтому я очень рад, что еду к вам именно в Казахстан. И вот с такой поддержкой, да, вот не ехать в Казахстан было бы неправильно. Вот спасибо всем за комментарии, которые вы написали на первом видео, ну вообще на все мои видео, которые пишете. Вот в Павлодаре вот ребята меня уже ждут, говорят, у меня заночуешь в квартире, там, в Астане также, там, говорят, у меня остановишься и так далее. То есть в этом плане все четко, не беспокойтесь, казахстар, балар. Третье видео будет уже, как доеду до Бишкека, потому что мне еще ехать очень далеко, до почти весь Казахстан нужно проехать, Астана, Караганда, Алматы и так далее. И в Бишкеке должен встретить своих людей в аэропорту, свою семью. Так что, как встречу их в Бишкеке, вот до туда буду еще снимать. Так что третья часть выйдет, дай бог, буйырса, все будет хорошо. Давайте, спасибо.